Как и все остальные народы Кавказа, ингуши также не нуждались в том, чтобы к ним в дом пришел крепостной раб и научил их, как зашивать лапти или ублажать барина, петь ему частушки, когда он в гневе, или залечивать лебедой рубцы от хозяйской плети. Им, нередко живущим в родовых башнях, свободным и трудолюбивым, все это было не нужно. Посетивший в 1901 году Ингушетию этнограф Мантюхов пишет: горные ингуши, образующие поселения в Джараховском, Мецхальском, Соринском и Хамхинском обществах, живут небольшими аулами в 5-15 дворов. Сакли сложены из больших каменных плит без цемента и состоят из нескольких выходящих в темный узкий коридор помещений. Некоторые горные ингуши еще до сих пор живут в старинных башнях, имеющих вид постепенно суживающихся пирамид вышиной до 10 сажень. Жилые башни обыкновенно разделены на несколько этажей. В верхних живут люди, а в нижних помещается скот. В плоскостных селениях Назрановского, Галашевского сельских обществ ингуши живут несравненно лучше. Селения имеют от 300 до 500 дворов. Дома выбеленные, с несколькими выходящими на открытую галерею комнатами. Во многих домах можно встретить зеркала, лампы и разную мебель. При домах есть огороды и сады. Горные ингуши мало занимаются земледелием, желая засеять клочок земли. Ингуши нередко принуждены наносить на каменистую почву рыхлую землю издалека в мешках. Сеют в горах исключительно ячмень, который часто не созревает. В плоскостных местностях занятие земледелием идет много успешнее. Сеют больше всего кукурузу, меньше пшеницу и еще меньше проса. Скотоводство среди ингушей развито значительно. В среднем на каждый двор приходится по одной лошади, около 5 штук крупного и до 10 штук мелкого рогатого скота. У горных ингушей мелкого скота почти втрое больше, чем у плоскостных. Вмешательство империи, территориальная экспансия, этническая маркировка границ, передача земель под казачьи станицы привели к тому, что уже и ингуши, заявляющие о своих правах, стали комом в горле у имперского начальства. Как прежде кабардинцам, чеченцам и черкесам, российская власть не оставила ингушам возможности мирного решения конфликта. В начале набеги, а потом неистовое мщение за отнятые права и отторгнутые земли сделали из прежде мирного народа хищников и бандитов. Вооруженное сопротивление колонизаторам, нежелание ингушей мириться с вопиющей несправедливостью имперского начальства вело их в черный список хищных народов. Позднее в записках белого генерала генерал-лейтенант Андрей Шкуро писал: еще со времен покорения Кавказа отчаянно защищавшие свою независимость храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частью загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы. Лишенные возможности зарабатывать свой хлеб честным путем, ингуши жили грабежом и набегами на казачьи станицы. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали в поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития. Считая казаков угнетателями, а казачьи земли по-прежнему своими, ингуши беспощадно мстили терцам. Отношения создались совершенно непримиримые. Дальнейшее сожительство было немыслимо. Нужно было либо уничтожить ингушей, либо выселить казаков с бывших ингушских земель, вернув таковые их прежним владельцам.